Здравствуйте, смотрите в сегодняшнем выпуске. Председатель Халк Маслихаты Туркменистана и генсек ООН провели телефонный разговор. В Ашхабаде планируется провести международный форум на уровне глав государств. Туркменистан и Италия привержены развитию многоплановых отношений и другие новости. Туркменистан поддерживает усилия по достижению мира и гражданского согласия, восстановлению экономической инфраструктуры и разрешению социальных вопросов в Афганистане. Об этом заявил национальный лидер туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедов в ходе телефонного разговора с генеральным секретарем Организации Объединенных Наций Антонио Гутерришем. Гурбангулы Бердымухамедов также отметил инициативу Туркменистана по проведению совещания министров иностранных дел прикаспийских государств и выразил готовность к активному взаимодействию в ООН. В частности, он предложил создание на территории Туркменистана 2 центров миротворческой деятельности, что будет способствовать поддерживанию международного мира и безопасности, а также предотвращению конфликтов. Международный форум на уровне глав государств планируется провести в декабре этого года в Ашхабаде. Об этом также сообщил Гурбангулы Бердымухамедов в ходе телефонного разговора. В нынешнем году перед нами стоят задачи по реализации масштабной программы мероприятий, посвященных выполнению резолюции Генеральной Ассамблеи ООН 2025 год, Международный год мира и доверия и 30-летию нейтралитета Туркменистана. Международный форум станет основным из предстоящих событий. Его предусматривается провести 12 декабря нынешнего года в Ашхабаде на уровне глав государств и руководителей международных структур, отметил председатель Халк Маслихаты. Министр иностранных дел Туркменистана Рашид Миредов провел встречу с заместителем министра иностранных дел и международного сотрудничества Италии Эдмондо Черриели, прибывшим в Ашхабад с рабочим визитом. В ходе встречи дипломаты отметили значимость двустороннего политического диалога. Рассмотрены перспективы развития отношений между Туркменистаном и Италией в торгово-экономической, культурно-гуманитарной сферах. Заместитель министра иностранных дел Туркменистана Ахмед Гурбанов провел встречу с послом Германии в Ашхабаде Берндом Хайнце. В ходе переговоров стороны обсудили ключевые аспекты сотрудничества между двумя странами, отметив, что отношения развиваются на системной и долгосрочной основе, опираясь на прочную правовую базу. После крупного поражения от Барселоны в финале Суперкубка Испании руководство мадридского Реала планирует пересмотреть позиции главного тренера команды Карла Анчелотти. На следующей неделе состоится серия встреч на высшем уровне, где будет проанализирована текущая ситуация и определено будущее итальянского специалиста. Поводом для беспокойства стал результат матча за Суперкубок Испании, который состоялся 12 января в саудовской Джидде. Реал потерпел унизительное поражение от принципиального соперника Барселоны со счетом 2-5. Португальский футболист Криштиану Роналду договорился с саудовским Аль-Насром о новом контракте. Новое соглашение с командой из Эр-Рияда будет рассчитано еще на 1 сезон, до июня 2026 года. Он продолжит получать 200 миллионов евро в год, но сумма может увеличиться за счет подписного бонуса и коммерческих доходов. Роналду 5 февраля исполнится 40 лет. Он выступает за Аль-Наср с января 2023 года. На сегодня это все. Желаю вам хорошего завершения дня. Увидимся завтра. И не забывайте, что Туркменпортал – ваш самый надежный источник новостей.